Поддержка талантливой молодежи, развитие Остинского театра, реализация проекта «Борьба с бедностью». Сегодня эти темы стали ключевыми на заседании проектного офиса под председательством Вячеслава Битарова. Главе республики представили концепцию развития национального театра. Это улучшение материально-технической базы, подготовка кадров и внедрение системы «Электронный билет». Детали в материале Марины Караевой. Гармошки, саксофона, фортепиано. И не только. Студия нашего телеканала собрала талантливых ребят со всей республики. Это и художники, и хореографы, которые пришли показать себя. Первый телевизионный конкурс молодых талантов проходит в рамках приоритетного проекта «Одаренные дети». Это шанс раскрыть и развивать свой талант, стать настоящей звездой и прославлять свою республику. Проект создан при поддержке главы республики Вячеслава Битарова, чтобы повысить значимость творческого развития молодых людей. Как реализуется проект, обсудили сегодня на совещании проектного офиса. В телевизионном конкурсе приняли участие 45 детей из муниципальных и республиканских школ искусств. Финалисты проекта летом этого года отправятся в Петербург. Этот конкурс показал срез подготовки наших учащихся и выявил наиболее ярких детей. В финал у нас вышли по 3 ребенка каждой номинации. И именно они приняли участие в гала-концерте, который транслировался на телеканале Эристон ТВ 31 декабря ушедшего года. Мы видели очень много ярких, очень талантливых, очень особенных детей, которые выступали по некоторым номинациям с очень сложной программой. По словам Вячеслава Битарова, главная задача таких конкурсов не только выявить талант и дальше его поддерживать, но и вести по выбранному им пути. Все акции, все конкурсы, все концерты и так далее должны чем-то заканчиваться. В умах у населения что-то должно остаться, или в душе, и в сердце. Еще мы отберем одаренных детей, которых мы увидели там, и дальше их сопроводим, как сказал Мадина Эльбусова, чтобы они оставались, так сказать, на карандаше постоянно. На повестке дня еще один объект культуры – Североостинский академический театр имени Владимира Тхапсаева. Руководитель театра Гиви Валиев рассказал о концепции его развития. Улучшение материально-технической базы, подготовка кадров и внедрение системы «Электронный билет». Самое главное, наверное, кадровая система. Подготовить кадры для Остинского театра. Самые больные места – это заведующие литературной частью, заведующие цехов. И мы все это в плане развития Остинского театра подали. На сегодняшний день такие больные места – это наушники, которые в приоритете у нас поставлены. Да, первым приобретение наушников для синхронного перевода. Мы видим поток туристов, который сегодня потихоньку заходит в Остинский театр. Мы видим русскоговорящего зрителя заходит к нам. И отсутствие наушников мы теряем аудиторию. Очень просим рассмотреть и помочь нам в этом вопросе. Для того, чтобы у актеров Остинского театра была возможность выезжать и в районы республики, необходим транспорт, добавил художественный руководитель. Вячеслав Битаров пообещал проблему решить. Особое внимание созданию школы студии Осетинского театра. Мы знаем, что в 2022 году готовится студия Щукинское училище, есть уже и распоряжение. Но очень просим, чтобы набор в эту студию произошел, уже мы в этом году набрали, и 1 год они прошли стажировку в Остинском театре. Чтобы мы за ними наблюдали, посмотрели, пригоден этот человек для того, чтобы поехал в Москву и представлял там Остинский театр. И мы за ними 1 год понаблюдаем, мы их сами поучим. Глава поручил подготовить проект, чтобы заложить средства в бюджет на следующий год. Наверное, материальных средств особо-то не надо, кроме на выезды, там, бензин, транспорт и так далее. А вот с 2022 года что мы в бюджет посадили тогда стоимость обучения и так далее. Это на 22, 23 и дальнейшие годы. Также сейчас в разработке проект по реставрации здания Остинского театра. Планируется отремонтировать все внутренние помещения, зрительный зал, механику сцены, освещение. Также предусмотрена замена крыши, приведут в порядок и прилегающую к театру территорию. Проектно-сметная документация будет готова до конца июня этого года. В ближайшее время начнется капитальный ремонт общежития для актеров Остинского театра. На эти цели направят около 25 миллионов рублей. Я надеюсь, в ближайшее время начнется. Я попрошу
Гиви Датоевич тоже лично контролировать. Периодически туда заходить. И те, кому для кого мы делаем, пусть они смотрят. Ни в коем случае вы общежитие советских времен не сделаете. Также на совещании стало известно, что на базе РКБ создадут службу анестезиологии, реаниматологии. Проект пока в разработке, кадры для этой службы будут готовить на базе Бесланского медцентра. Марина Караева, Алан Суанов, Новости Осетии.